Язык есть исповедь народа. В нем слышится его природа, его душа и быт родной. Темой конкурса стали строчки стихотворения поэта Веземского. Формой творческого задания – сочинение или эссе, написанное о родном языке. В числе победителей Елизавета Квициния из Гудауты. Ученица 11 класса награждена дипломом 2-й степени. Мне о конкурсе рассказала моя классная руководительница Вероника Артуровна. Мне стало интересно, на что я способна, и хотелось раскрыть эту тему нашего родного языка. Рассказала о структуре языка, о наших традициях, обычаях, как стоит ценить их. Я, правда, очень много чего узнала, также из других языков, из итальянского, из испанского. Дипломами 1-й степени награждены Соня Кубрава и Даниил Горющенко. Дипломом 2-й степени Анастасия Максумова. Дипломы 3-й степени получили София Ажиба и Салима Джения. Также были отмечены призеры конкурса. Соревнования были организованы представительством Россотрудничества и приурочены к Международному дню родного языка. Было очень тяжело отобрать, потому что, сами понимаете, что за этими наградами, конечно же, у нас последуют другие награды, которые вполне возможно, так сказать, коснутся и вас. То есть я имею в виду о том, что у нас еще есть поколение «Здравствуй, Россия», в рамках которой мы отправляем ребят в нашу страну. И вы являетесь претендентами на это мероприятие, потому что это будет уже летом подводиться общий конкурс по всем остальным конкурсам, и тогда будет определяться, кто у нас сможет поехать. И хочется сказать слова благодарности родителям за то, что вы воспитали таких детей. После награждения прошел круглый стол, который объединил ученых, учителей, представителей общественности. Его темой стала роль русского языка как языка межнационального общения через диалог культур. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.